На базе Интинского филиала общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, какие действия относятся к коррупционным правонарушениям, а также какие предусмотрены за это наказания, рассказали специалисты прокуратуры и следственного отдела Инты. Участие в прямой линии приняли прокурор Инты Борис Игнатов и руководитель следственного отдела по Инте Андрей Ромакин. Российский законодатель официально установил, что коррупцией следует считать злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Существует отдельный федеральный закон номер 273 ФЗ, как раз он называется «О противодействии коррупции». И вот этот закон определяет все понятия, в том числе понятие коррупции. Ну, если своими словами сказать, то есть не вникая, скажем так, в те юридические тонкости, да, то коррупция – это злоупотребление служебным положением, то есть дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, либо иное какое-то незаконное использование лицом своего служебного положения в интересах себя, либо третьих лиц. Следственным отделом по городу Инта у нас за 2024 год выявлено и расследовано одно уголовное дело по факту получения взятки. Уголовное дело закончено, человек там понес наказание. Вот. И, значит, по сути, вот эти вот все преступления, они сложны в выявлении. Как я всегда говорю, что и взяткополучатель, и взяткодатель, они как бы заинтересованы, чтобы все это осталось между ними, чтобы каждый там получил свой интерес. Вот. Поэтому именно сложность выявления всегда вот она присутствует. И поэтому, мне кажется, люди, которые что-то знают, какую-то информацию, то, конечно, всегда будет полезно правоохранительным органам в выявлении подобного рода преступлений. Отблагодарить учителя или воспитателя в детском саду за внимательное и заботливое отношение к детям, врача за профессионализм. Как часто такие знаки внимания могут быть расценены как коррупционное преступление? Об этом и многом другом поведали правоохранители. Здесь главное у нас идет именно получение в каких целях. То есть это если, как я говорю, использование полномочий, то есть вот человеком, да, за его какие-то функции, в которые входит его служебные полномочия, это как бы, да, это коррупционное уже будет проявление. А если за то, что человек, допустим, хороший там профессионал своего дела, вот, какой-то хороший специалист, то в этом случае как бы это уже будет совершенно другое. То есть это не будет, я думаю, что рассматриваться как коррупция. В законодательстве понятие «подарок» не существует как такового, то есть определение понятия подарка. Вот. Но в то же время из определения договора дарения понимается, что под подарком это является безвозмездной передачей какого-то там имущества, какого-то блага. То есть если за это что-то следует взамен, то это уже не является подарком. По общему правилу госслужащие подарки получать не должны и не рекомендуются. Получать подарки, дабы каких-то негативных последствий в последующем не было. Вот. Вместе с тем действительно существует в Гражданском кодексе тоже некая сумма 3000 рублей, да, до которой, скажем так, принять подарок возможно. Всем также вот на этих мероприятиях, еще раз повторю, что мы рекомендуем государственным служащим все-таки эти подарки не принимать. При этом подарки, полученные на протокольных мероприятиях, то есть эти госслужащие где-то участвуют в протокольном мероприятии, они относятся, существует определенный порядок, то есть они относятся к собственности либо субъекта, либо муниципалитета, и передают соответствующим решениям в эту собственность. Довольно часто встречается в жизни, что родственники работают на одном предприятии, или же супруги, познакомившись на работе и узаконив в дальнейшем брак, продолжают работать вместе, уже будучи близкими людьми. С какими трудностями может столкнуться работодатель в данном случае или же сами сотрудники? Достаточно часто такие ситуации случаются. В любой организации работодатель тоже обязан противодействовать и профилактировать коррупционные правонарушения возможные.
Соответственно, если возникает в силу должностных обязанностей между супругами, родственниками какой-то конфликт, то в организации должна быть создана конфликтная комиссия, она изначально создается, она должна собираться и этот конфликт разрешать. Каким способом разрешить, это тоже решает конфликтная комиссия. Может быть, в том числе, там, если в крайнем случае, путем увольнения, путем перераспределения обязанностей, путем, может быть, какие-то части обязанностей передать другому должностному лицу. Да? Ну, каким-то как-то так, потому что существует также, скажем, ответственность, ну, и дисциплинарная в том числе, да, за неурегулирование конфликта. И сам госслужащий, если знает о том, что у него есть или может возникнуть такой конфликт, он обязан подать заявление в эту конфликтную комиссию, для того, чтобы его рассмотрели. Это не означает, что у него этот конфликт существует и что может как-то есть на сегодняшний день. Это говорит о том, что это профилактика, чтобы он не возник в последующем, чтобы свои полномочия он каким-то образом негативным не использовал во благо родственника, супруги, брата, сестры и так далее. Какие же меры наказания предусматривает законодательство за коррупционные преступления? Кодекс уголовный как построен? То есть различные квалифицированные составы, то есть наибольшая ответственность наступает как? То есть первая часть, вторая, третья, четвертая, то есть каждая последующая часть статьи, она более тяжкое наказание зачастую несет. Ну, давайте просто по первой части. Получение взятки – это получение должностным лицом ценных бумаг, иное имущество, как-то услуг, денег. Вот по наказанию лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки. Это максимальное наказание. То есть там существует также градация, то есть не все так просто уголовное законодательство, да? Но тем не менее. Также существует мелкое взяточество, это получение взятки, не превышающей 10 тысяч рублей. Это иная статья, там ответственность, соответственно, меньше. За время проведения прямой линии в общественную приемную поступило несколько звонков. Подобные встречи со специалистами различных служб города продолжатся.